в основном это в интернете, то, что казахи говорят, что Ташкент — это их город. Есть ли Ну, какие-то это неплохо исторические знают под это? историю. Да. Или не хотят ее знать. Ага. Скорее всего, не хотят ее знать. А можете... Ну, как вам сказать? Ну, я могу говорить только о своих убеждениях, которые родились на протяжении многих десятилетий при изучении истории нашего края. Мгм. Значит, Ташкент, начнем не с этого, начнем с того, что у Казахстана за всю историю было 4 столицы, Мгм. а Казахстан существует с 22 года, 1922 года, то есть 100 лет. За эти 100 лет было 4 столицы. Первая столица – город Оренбург, который вообще не казахский. Да? Вторая столица – Кызылорда, Мгм. но это название современное, а вообще-то это город Перовск, который русские построили, никаких казаков там близко не было. Третий город – это Алма-Ата, вернее Верный, казачья станица, столица Семиреченского казачьего войска, построенная Колпаковским генералом в горах. А четвертое – это город Акмолинск, который потом стал Целиноградом, Мгм. потом он стал Астаной, потом Нур-Султаном, потом опять Астаной. Но там тоже, то есть у казахов не было городов. О чем это говорит? Значит, Мгм. у них не было государства как такового. Когда сейчас говорят о казахских ханах, это все неправда. И очень легко проверить. Северные казахи, когда на них напали джунгары, это в начале XVIII века, они подались к России. Перешли в подданство России, явились к императору, ну, к самой императрице нет. Императрицей была тогда Анна Иоанновна. Это начало XVIII века. Приняли их в российское подданство. Но тут же оказалось, что эти подданные не контролируют никакой территории. Мгм. У них нет земли. Они кочевники. И этому императрица возмутилась этим. Как же так? Что мы присоединили, вообще говоря? Это о многом очень говорит. Поэтому трудно судить. Кроме того, ну, как называлась Республика Казахская, когда она была создана в 1922 году? Как? Официальное название – Киргиз-Кайсацкая автономная советская социалистическая республика. И входила в состав РСФСР. Интересно. Киргиз-Кайсацкая – это правильное название казахов. То есть у них даже имя поменялось на протяжении столетия. Какой же это может быть древний народ? Не может он быть древний. И городов он не имел. И так далее. Очень хорошо о них написали. Лучше всего есть в середине XIX века, когда Россия еще не была здесь ни одной ногой. Мгм. Такой ученый, географ Левшин, Мгм. он написал двухтомник среди киргиз-кайсацких орд и степей. Там он рассказывает о казахском народе, каким он был в середине XIX века. Мгм. Очень подробно. Класс. Прекрасная книга. Надо посмотреть. Есть еще один документ, я написал немец, на русский язык книга не переведена, Франц фон Шварц. Он 17 лет прожил в Ташкенте и был заведующим нашей метеорологической обсерватории. Ну, он был, его пригласил сам генерал-губернатор из Мюнхена, он занимался астрономией и так далее. И он написал большую книгу, называется она «Туркестан». 480 страниц. На немецком языке в Гейдельберге, изданная в 1900 году. И там подробнейшим образом рассказано о народах, которые здесь жили, о казахах в особенности. Ну вот. И из этого следует, из того, что там написано, что казахи – это молодой совсем народ. Мгм. Он где-то в конце консолидовался, как народ, да, только в конце 17 века. К этому моменту Ташкент был знаменитым великим городом. Причем здесь казахи. А весь XVI век Ташкент был самостоятельным шейбанидским государством с династией. Потом предпоследний ташкентский султан стал хаканом шейбанидов, то есть он переехал в Самарканд и стал главой всех феодалов, которые шейбанидское государство, оно состояло из нескольких территорий полусамостоятельных таких, но они все были родственники ближайшие. У Ташкента Ташкент был отдельное владение, причем простиралось его владение от Аральского моря
до Джамбула, то есть теперь это Тарас, Мгм. да, и до переправы Сардаринской, вот нынешний город Мгм. Чинас. Понял. Половина гор вот этих – это ташкентское владение. Это было и раньше. Мгм. Ведь Ташкент был основан-то, мусульманский Ташкент был основан в 819 году, то есть почти, получается, 1200 лет тому назад, как уже в старом городе. Вот этот город. Мгм. А до этого был еще Ташкент, он только в археологии. Ну да, Шаш. Шаш, да, или Да-да. Чача. Шаш – это арабское Ага. произношение. А вообще Чач он назывался. Это был крупнейший город Кангюи, а Кангюи – это конгломерат 5 государств, в число которых входил и Хорезм. Чач был отдельный. Тюрки здесь появились, предки узбеков, да, будем говорить, настоящие предки настоящих узбеков. Они появились здесь только в 605 году, когда перехватили власть над Ташкентом. Царем Ташкента стал тюрок, а до этого были местные правители, они сагдийцы были. Мгм. Говорили на сагдийском языке, то есть это протоиранский язык. А стали говорить по-тюркски, то есть на тюрки, то есть предок узбекского языка. И это было в 605 году, точно дата известна. Тогда правителем Ташкента стал Тудун. Это титул такой, тюркский титул. Не Тигин, а Тудун. И они сыграли большую роль вот в взаимоотношениях с Китаем, Кангюи этого и так далее. Потом арабы разбили их, и пришел сюда ислам. Но тюрки-то никуда не делись, Ну да. они остались здесь, они здесь жили, а потом, когда и усиливали еще тюркское крыло здесь, особенно во времена после монголов. Монголы же под своей властью имели много тюркских племен со всего этого вот Великого Шелкового пути. И они для усиления своей власти пересылали сюда целые, ну, будем племена, будем говорить. Вот так барласы попали сюда, предки Амира Тимура, и поселились, их поселили в Кашкадарийской области. Мгм. Сулдусы попали сюда, они дальше туда на юг, там уже Байсун и так далее. Или эти сам джилаиры, они поселились в Ташкентской области, их потомки Курама называются сейчас. Это половина казахи, половина узбеки, да? Курама. Национальность такая есть. Правда, в последней переписи населения есть, а в предыдущей нету. Они как будто исчезли, все стали узбеками. На самом деле Курама – это другой народ. И обычаи другие, и так далее. Еще были ясауры были. Это все тюркские племена, которые поселились здесь задолго до прихода Шейбани хана. Мгм. И вот, а при чем здесь казахи? Согласен. Вот